Реальный инструмент, позволяющий отслеживать и продвигать интересные предложения, выявлять людей, обладающих компетенциями и активной позицией. В Якутске открылось пространство коллективной работы «Точка кипения Якутск». В эфире программы «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем самые главные и самые важные темы. Сегодня гость нашей студии – заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Андрей Селинг. Андрей Леонардович, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Давайте начнем беседу. Вот, пожалуй, с этого вопроса. Расскажите подробнее вообще, как будет работать точка кипения в Якутске. Ну, смотрите, прежде всего хочется сказать, что это уникальное общественное пространство. То есть это место, в которое может прийти любой человек и получить там информацию, провести там мероприятие, найти единомышленников для реализации каких-то идей и проектов развития. То есть вот есть модное слово «коворкинг», про которое наверняка многие слышали. Это предоставление рабочих мест за деньги. То есть вот офисное место, вы можете туда прийти и, значит, организовать там свою работу. Так вот, точка кипения – это бесплатный коворкинг для совместной работы множества людей. Это порядка 300 квадратных метров. Здесь точка кипения в Якутске. Там будут собираться и представители власти, и предприниматели, и люди, которые занимаются проектами образования, и представители самых разных творческих направлений. Есть целая команда, которая будет организовывать эту работу. Все там создано комфортно для того, чтобы вы могли провести свое мероприятие. Есть оргтехника необходимая, проекторы. В общем, все для того, чтобы можно было в составе там нескольких человек, нескольких десятков человек провести мероприятие, презентацию проекта, обсудить, спроектировать, получить необходимую экспертизу и делать это на постоянной основе. Ну, это все-таки площадка какая-то временная, да, то есть провести какое-то мероприятие, либо же некоторые, может быть, участники могут ее использовать на постоянной основе. Смотрите, ограничений никаких нет. Вы можете забронировать на площадке точки кипения, вы можете забронировать аудиторию на несколько часов, на несколько дней, если у вас там большое мероприятие, допустим, семинар на несколько дней. Все это делается через онлайн-регистрацию. Есть интернет-платформа Лидер ID. Вы однажды на ней зарегистрировались и имеете беспрепятственный доступ в точку кипения и возможность бронировать и заказывать там место для проведения мероприятий. Можете просто приходить в любое время и участвовать в тех семинарах, мастер-классах, презентациях, каких-то обучающих уроках, которые там будут происходить. Это 15-я точка кипения в России. Это наша самая северная точка кипения. Это первая точка кипения на вечной мерзлоте. Звучит даже красиво. Звучит интригующе. Северная точка кипения. Да. И, конечно, для нас особенно важно, что в Якутске появилось такое пространство, потому что здесь много наших единомышленников. Здесь люди, которые, собственно, выступили инициаторами открытия точки кипения. Это прежде всего Александр Сергеевич Николаев, который участвовал и организовывал первый «Форсайт-флот». В Якутии это большой семинар, 4-дневный на корабле, на котором проектировали будущее. И множество идей и проектов, которые тогда были придуманы, они уже сегодня реализуются. Вот наверняка многие зрители слышали об идее клонирования мамонтов. Как бы это ни звучало фантастически, но сегодня этот проект уже в стадии реализации находится. Южнокорейские ученые вместе с нашими учеными по нашей инициативе готовят, там, проводят все необходимые исследования биологические, готовят материалы. И, конечно, значение для науки и для экономики края, для экономики республики вот подобного рода проектов, оно очень велико, потому что это фактически новое слово,
и в науке, и в технологиях, и дальше потенциал вот подобного рода проектов, подобного рода идей, он очень большой. И вот точка кипения – это, конечно, место, в котором обсуждать, критиковать, придумывать такие идеи, все для этого создано. Это 15-я по счету, как вы уже сказали, точка кипения. Какие-то, может быть, сходства, отличия, особенности, может быть, нашего края предусмотрены были при ее создании? Конечно, вообще, конечно, каждая точка кипения, она самобытна. Она строится и живет усилиями, мыслями, эмоциями, культурой тех людей, которые ее создают. И в этом смысле я испытываю огромное уважение перед этим краем, перед Республикой Якутия, потому что то, что здесь, вот та культурная идентичность, та история культуры глубочайшая, которая здесь есть, она проявляется, в общем, практически в каждом действии. И идеи, которые, допустим, на тех же вот стратегических сессиях рождаются, на форсайтах, на каких-то вот проектных встречах, они уникальные. Мы сегодня несколько раз вспоминали великий столетний план Платона Аюнского. И вот мне кажется, что это очень символично, что именно на этой земле без какой-то вот в то время специальной, значит, научной работы, без глубокой, рождались вот такие идеи футуристические на тот момент, а сегодня практически многое из этого мы можем увидеть в реальности. И многое основывается на культуре этой земли, на мифах, на духовности, которая здесь живет. И в этом смысле, конечно, в точке кипения все это будет находить свое отражение в символике, в каких-то событиях, которые там будут происходить, ну и, конечно же, в людях. Потому что развитие человека, развитие человеческого потенциала и для территории, и для новых проектов, которые нужны для развития страны, это, наверное, самое главное. Андрей Леонардович, ну вот хотелось бы спросить, не станет ли точкой кипения таким эдаким между собойчиком небольших, наверное, ну, если так можно выразиться, инициативных групп? Я уверен, что нет, потому что это уже не первый наш опыт. В этом году, кстати, откроется еще порядка 10 таких пространств на территории России. Это будет 25 точек кипения у нас в конце года в крупных городах. Мы видим, как это все развивается, и происходит ровно наоборот. То есть из междусобойчика это превращается в большое движение. Представители разных точек кипения общаются друг с другом, у них есть возможность получать доступ к информации, к мероприятиям, которые проходят на других площадках, потому что ежедневно около сотни мероприятий в разных точках кипения происходит. И вы через электронную платформу получаете доступ к этим мероприятиям, где-то есть электронные трансляции, где-то размещаются презентации, и вы можете видеть, общаться с соответствующими экспертами, их можно приглашать сюда. В этом смысле это, конечно, расширение возможностей и дополнительная коммуникация. Мы, конечно, рассчитываем очень на средства массовой информации, на журналистов, которые уже сегодня заинтересовались точкой кипения, и вы можете проводить там собственные мероприятия и освещать работу точки, приглашать туда самые разные аудитории, самые разные сообщества, для того, чтобы вот этот процесс кипения, да, он поддерживался, и вот плотность, как мы любим говорить, плотность человеческого капитала, она была там максимально высокой. Потому что для Якутии с учетом плотности расселения, да, это серьезная проблема. То есть вот собрать людей, которые могли бы найти единомышленников и найти ресурсы для реализации своих проектов. Потому что идей много, если посмотреть на детишек, которые учатся и
работают над проектами там, в кванториумах и так далее, у них они брызжут идеями. Вот сегодня в точке кипения выставка проектов детских из кванториума, там робототехнические проекты, там самоуправляемая такая теплица, которая автоматически делает полив, включает свет, открывает окна, проветривает и так далее, поддерживает необходимый микроклимат. Это все делают детишки 10-12 лет. Конечно если, в принципе, с детьми и общественниками, в принципе, как бы все понятно, да, как это все будет работать, вот, хотелось бы поинтересоваться, каким образом будут привлекаться к обсуждению, может быть, к реализации проекта крупные компании и, может быть, даже органы государственной власти? Ну, я уверен, что в Якутске с участием органов государственной власти в работе точки кипения будет все в порядке, потому что непосредственным куратором создания точки кипения является Владимир Викторович Солодов, исполняющий обязанности представителя правительства. Он еще работая в агентстве стратегических инициатив, стоял у истоков создания этого формата «Точка кипения», и он очень хорошо понимает, для чего такие пространства создаются и как они работают, как их использовать, потому что для власти это возможность общаться без галстуков на одном языке с самыми разными аудиториями и находить общий язык. Поэтому я уверен, что здесь будет полное взаимопонимание и поддержка, а все, что связано с крупным бизнесом, Анатолий Семенов, министр связи и цифровизации республики, также один из активистов создания точки кипения и, можно сказать, лидер, идеолог этого процесса. Он, собственно, ручно привел сегодня несколько крупных якутских предпринимателей, которые занимаются IT-бизнесом. Ну, вы знаете, там компания Мейтона, вы знаете, наверное, компания InDriver. Это молодые растущие компании, которые очень хорошую динамику показывают на рынке. И, конечно же, этим компаниям, во-первых, нужны кадры новые, им нужны новые идеи для развития бизнеса. И в точке кипения это есть. Ну, это важно. Андрей Леонардович, ну и, пожалуй, последний вопрос в завершении нашей беседы. Вот точка кипения, она может стать неким там регулятором, может быть, инвестиционной направленности региона? Я бы сказал... И привлекательности вообще? Я бы сказал навигатором, потому что это место, в котором происходит своеобразная такая разметка и представление самых разных сообществ и компаний, которые представлены в регионе. И я уверен, что через полгода, когда точка кипения полноценно заработает и в ней будет размещена вся необходимая информация, можно будет привести сюда иностранного инвестора, крупного российского инвестора и показать ему, собственно, сегодняшние возможности и инвестиционные проекты, идеи, которые есть для реализации. Поэтому в этом смысле, конечно же, точка – важный такой информационный ресурс и пространство, в котором вот это общение и соединение инвесторов, проектов и людей, которые эти проекты реализуют, в ней это происходит. Андрей Леонардович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче, потому что пришли, ответили на наши вопросы. Мы надеемся, что точка кипения, она оправдает свое название, и все идеи будут только кипеть и кипеть. Я напоминаю, что в эфире программы «Актуальное интервью» сегодня в гостях у нас был заместитель директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Андрей Силенко.